Ух, какой хороший снежок, а! Если бы вы знали. И относительно не холодно. Ну, ветерок поддувает, естественно, немножко. Вот снежинки падают. А так все чисто, хорошо. Якутск заносит снегом потихоньку. Вот, решил постримить, показать вам. С телефона просто стримлю, поэтому вот такая вот болтанка, если вы видите, наблюдается, как бы, поэтому, ну, захотелось, короче, показать вам, какая у нас красота. Наступает так, заряд аккумулятора у меня совсем слабый, 50%, поэтому может стрим прекратиться сам по себе. Вот мы сейчас идем по улице Кирова. Здесь торговый центр МВидео. Там уже, по-моему, должны в него только по QR-коду пускать. Вчера я вот тоже в торговый центр пытался пройти. И, значит, потребовали QR-код в торговый центр. А одиночные магазины работают, в общем-то, как обычно, без проблем особо. А вот большие такие комплексы торговые, там площадь в которых превышает определенную квадратуру, они все, короче, только вход по QR-кодам. Ну и что, я зашел туда, там народу совсем мало. То есть видно, что у большинства населения все-таки нету этих кодов. Так, вот перекресток здесь. Смотрим. Это у нас улица Кирова, да, и улица Орджоникидзе такая. Вот сейчас у нас 6 час вечера. Такая вот транспортная нагрузка. Сейчас конец рабочего дня. Гололед. Зайти посмотреть требует. Нет там в видео ли эти. Может, туда свободный вход. Хотя, по идее, по закону, вот, большие торговые центры только вход по QR-коду. Поэтому надо с собой, если у вас есть, надо с собой носить. И, соответственно, хотя вон туда, смотрите, сколько народу-то заходит. Достаточно. Туда-сюда ходит. Ну, сейчас посмотрим ситуацию. Вот памятник бродячим собакам. Такой вот. Так, почитаем комментарии пока. Кто может чуть... привет. Батарейка не замерзнет? Не знаю. Ну, у нас потеплело что-то. Сейчас градусов, не знаю, 10-то меньше. Вернее, выше или как. Короче, не так холодно. Вот, рука не так сильно стынет. Так, читаем комментарии. Батарейка не замерзла. Аккумулятор в телефоне. Да, красиво. Привет, люблю море. Только она посмотрела, и тут ты со снегом. Да, вот смотрите, у нас снежок. Смотрите, как сыпет. Шикарно. Тут центр. Вот этот у нас деловой, как бы, центр. Это улица Кирова. Ну, все лавочки вот в снегу. Все лавочки в снегу. Как хорошо снежок-то сыпет. Вообще красота. Кто устал там от жары, вот у нас шикарно вообще. Не холодно. Я бы не сказал, что холодно. Мороза такого нету. Поэтому сейчас гулять самое то. Телефон, конечно, застынет, если я вот... Но у меня там заряд аккумулятора еще слабый. 50% всего лишь. Так, сейчас посмотрим. Ситуацию. Ну, туда много людей заходит. Видно, снежинки прямо вперед. Прямо вперед снежинки. На камеру видно, да? Так вот. Так, он до 9 вечера работает. Туймада.
Торговый центр. Когда-то в этом здании была большая типография. Была тут типография? Нет, но, по крайней мере, ее с этой точки зрения строили с такой целью. Вот там, видите, хард-рок у нас, гитаристы. Как в Москве у метро. Далее, да? Гитара. Супер, да? Атмосфера. Вот. Там посмотрим, проверяем. Центр вакцинации. Смотрите, здесь центр вакцинации против COVID-19. Пожалуйста. Так, вот без маски. Ой, у меня маски-то нет. Как? Ну давайте посмотрим через стекло. А тут не видно. Вот, центр вакцинации, видать, был. Тут ширма какая-то. Или есть он? Ну вот, похоже, проверяют. Да, проверяют. Так что мы тут не будем, QR-код надо предъявлять. Поэтому просто так не зайдешь. Таким вот образом. Свежие новости. Ой, какая штука, смотрите, прикольная. Вот, получится. Ой, как бы тут не унесло. Ну да, короче, надо QR-код. На входе охрана стоит. Поэтому да, я еще маску не одел. По улице хожу. О, да, моя девушка больна. Не курить. И вот надпись по-якутски, по-русски не курить. Табахтаман. Так. Поглядеть вам сверху отсюда. Так вот все выглядит. Смотрите. Шикардозно, да? Вот это вот историческое здание старинное сейчас стоит. А там вот здание, вот это вот Якутсгеология тоже старинная. Как бы. Вот у него вот этот край обвалился, его снесли. То есть оно раньше вот практически до дороги было, а что-то там со сваями случилось, и произошел обвал, и вот часть здания рухнула. Короче, смотрите, какая красота-то у нас, а? Видно вам, нет? Вах, да? Все в снегу. Тут машин полно стоит. Ладно, давайте дальше погуляем. Сейчас я ваши комментарии. Привет. Снежок, красота, да? Вот так вот. Живем. Короче, для входа надо QR-код. Там стоит охрана, проверяет. Я вчера, по крайней мере, прошел. У меня с собой есть распечатанный с госуслуг QR-код. Я показал, в общем-то, прошел без проблем каких-либо. Ну, народу мало, конечно. То есть многие еще, в общем, видать, не знают. И, может, кто не взял с собой, может, у кого нету. Ой, как кричит-то там человек. Так. Вот здесь вот дом печати у нас, вот это вот дом печати. Тут редакции разные находятся. Потом здесь Саха Медиа, республиканский медиа-центр. Стримлю просто с руки, как бы, поэтому вот такая болтанка наблюдается. Стабилизация, к сожалению, отключается в этом режиме. Вот, смотрите, сколько здесь у нас машин. Вот, пойдемте дальше. Пробка. Ну, сейчас вот благодаря, пока еще не так холодно у нас, а когда похолоднее будут, люди уже будут машины прятать под вот эти теплые
укрывала синтепона, называется Наташа, и всю зиму ездит. Так, почитаем комментарии, давайте улицу пройду. Чат скрывается, к сожалению. У нас в Уфе выпал снежок, на днях вскоре растаял, сейчас плюс 5. В Крыму на днях было плюс 20, сегодня похолодание уже на днях около 0 и плюс 5 ожидается. Ага, понятно. Ну а у нас вот так вот, короче. Такая температура градусов под минус 10. Так вот все тут красиво. Вечером особо хорошо, конечно, когда зажигают вот эти лампочки всякие, огни. Особенно хорошо. Сейчас припорошило все это дело. На улице не одевают маски. Ага. Когда начнете к Новому году готовить? А мы уже готовимся. Вот смотрите, у нас снега сколько. Вот тут улочка. Смотрите, как накатала ее. Вот такие бугры на дороге. Видно, да? Это вот машины ездят, и, короче, они после них вот такие бугры остаются. Видали, да? Я что-то не в том месте встал. Не в том месте встал. Шикарно, шикарно, я говорю. Вот тут центр, там площадь Ленина в той стороне, площадь Ленина. Это я практически в самый центр иду. А туда вот пройти, там Талое озеро, а здесь вот этот бизнес-центр, Саха-центр LX. С этой стороны здесь вот этот торговый центр. Цуймада, когда-то здесь типография была, но ее сейчас ничего не... Это издательство, конечно, уже так не издают книги, газеты, поэтому превратили ее в большой магазин. Ну и вот это здание Сургутнефтегаза. Вот такое шикарное. Тут у них вот эти светящиеся такие фотографии. Вот это, как они добывают газ, нефть здесь. Вот это вот. Смотрите, да? Это ихняя. А вот тут, смотрите, вон уже елка у нас. Видно, да, елка уже в снегу. Вон у нас мы уже подготовились к Новому году. Вот еще одна елка в снегу. Ее только этими самыми игрушками украсить. Вот вам и это самое. Новый год. Аэропорт Талакан. Тут фотографии. Талакан. Ага. Вот это здание. Они себе тут такое шикарное здание в центре отгрохали. Напротив здесь вот это вот здание бывшее Якутзолото. Было здесь Якутзолото. И вот на первом этаже детский мир здесь когда-то был. И сейчас здесь мои документы. Ну, госуслуги. Вот здесь вот. Этот сервисный центр. Мои документы. Вот так вот. Машины все заснежены, естественно, стоят. Так, и здесь у нас якутское представительство, вон вывеска ПАО Сургутнефтегаз. Ну, добыча ресурсов, нефть, газ, сами понимаете. Дело такое доходное, как бы. Вот еще у них одна фотография. Здесь, смотрите, как выглядит все. Вот такие вот у них, это по добыче, переработки газа, нефти. Я уж не знаю точно, что к чему. Тут видно флаги. 3 флага, вот видать, флаг России, Якутии и этой компании Сургутнефтегаз. Вот еще елочки. Смотрите. Вот у нас уже что украшать-то? Вот все уже готово. Снежок абсолютно чистый, вот только выпал. Вот у них такое большое здание, смотрите какое. О! Но они уже что-то его переделывали, по-моему. Ну там, по крайней мере, вот эту облицовку снимали они с него. Потому что, видать, холодно им стало. А под этой облицовкой, этими плитами, там находится этот, как утеплитель. И, видать, плохой утеплитель какой-то был, и у них холодно, и вот переделывали года 2 назад, наверное. Смотрите, какие елки шикарные.
Ну, пожалуйста. Только игрушки, вот это вообще шикарная елка, смотрите. Да? Вообще класс, да? Вот. Так мы живем. Так, здесь еще какая-то у них фотография. Тоже что-то они тут добывают. Трубы, все. Трубы. Так, а здесь что? Сейчас вот как раз можно поснимать, потому что вроде бы как зима, но в то же время еще не сильно холодно. ТС Восточная Сибирь, Тихий океан. Труба у них, смотрите, какая здоровенная. Качают. О. Так, а здесь еще у нас шлагбаум. И тут гостиница Аллас. Вот там вот тоже старинное здание такое. Здесь, по-моему, какой-то ресторан. В рестораны тоже, по-моему, по QR-коду в кафе заходить. Вот здесь вот. Так, давайте почитаем комментарии, что там кто пишет. Ага, шикарно, да. На улице нет, не одевают. Угу, да. Шалом, привет. Так, вот, тут уезжаю. Тут, короче, бассейн самородок, поэтому много машин. Люди приезжают в этот бассейн, там, значит, плавать, купаться, поэтому тут много на машинах приезжают, поэтому тут эта вся территория, она заставлена. Можно вон туда даже пройти. Там не пройдешь. Там уже озеро будет, Талое озеро, если туда идти дальше. А вот у них тут даже какие-то уже эти лампы висят, типа гирлянд. В магазинах-то у нас уже торговля открыта. Вот это вот предновогоднее. Вот, взяли вот флаги. И вот этот самородок бассейн. Самородок, он давным-давно построенный. Так, кто-то там сзади едет. Машины тут у нас фигают одна за другой. Народу тоже много. И вот рядом тут открывается вид на вот дворец 50 лет Победы. Ну, спортивный там зал. Там же и концерты иногда проходят, когда приезжают какие-то исполнители. Вот там в нем, короче, спортивный зал, поэтому проходят соревнования. Тоже когда что-то бывает, представление, там какое-то соревнование, тут этих машин тьма тьмущая. Тьма тьмущая. Слушайте, я даже, ну, наверное, градусов сейчас я не... Так, судя по ощущениям, градусов 5, минус 5. О, эвакуатор едет, смотрите. Кого-то он решил там эвакуировать. Так. О, смотрите, как заснежила машину-то. Снежок чистый, хороший. Слушайте, я без перчаток, а рука особо не замерзает даже. Хотя, по идее, надо одеть. Сейчас у нас 6 час вечера. Кого он тут приехал подымать? Так, надеюсь, он на меня не поедет. И вот здесь вот это моргает здание, вот это вот тоже торговый центр Атлант. Ну, тут магазины разные, промтоварные. Ничего особого интересного здесь нету. Как бы все как везде. Поэтому заходить туда только если вы хотите погреться. Если замерзли. Ну сейчас такая погода, что греться-то особо и не надо. Я говорю, не холодно. Сейчас самое время для гуляния. Вот перекресток улицы Короленко и улица Орджоникидзе. Смотрите, все занесенное. Вот переход. Он кончается уже. Давайте. Не, ладно, я хотел с той стороны, с этой пойду. Стороны. Да. Надо ждать теперь. Ну, посмотрим.
Вот транспорт наш. Так вот машина здесь. Я говорю, гололед, поэтому тут, конечно, уже все автолюбители, автомобили уже себе это самое шины-то поменяли. Так, все, переход возможен. Переход возможен, поэтому идем. Так, вперед. По улице Орджоникидзе, это мы к площади Орджоникидзе направляемся. Я не знаю, хватит ли заряда и телефон не замерзнет. Этот телефон у меня обычный, не такой, как с обычным аккумулятором, и он тонкий, поэтому если он замерзнет, сразу связь прекратится. И стрим тоже. Я надеюсь, все там нормально показывает, да, без пикселизации, кубиков. Звук нормальный. Тут центр, в принципе, по идее, должна быть связь отличная. Так, а это мы сейчас подходим, вот это дерево, видите, да? На нем вот человек сидит. Человек сидит и себе сук рубит. Не рубит, а пилит. Ага, у него пила. Смотрите. Вот так вот он сук себе. Это называется, знаете, как памятник прогрессивному человечеству. То есть нам с вами, которое само себя уничтожает. Вот вроде бы она прогрессивная, а с другой стороны сами себе подлянку делаем. Вот он этот сук спилит и упадет с этого дерева. Вот так же мы все поступаем, по идее. Не понимаем. Так, а здесь вот Алмаз деловой центр. Вот здесь вот у них, короче, выставляют к Новому году, значит, какую-то светящуюся композицию. У них тут шикарные вот эти елки тоже посажены. Забор хороший у них здесь, такой надежный. Смотрите, какие снега. Какие снега шикарные. Но еще не поставили. Они обычно там либо игрушку такую гигантскую ставят, либо что-то там. Что-то вешают на здание, иллюминацию тоже. Вот эти у них звезды, да? Вот эти звезды. А, снежинки эти они зажигают. Вот вам показать. Снежок. Шикар, да? Шикар. Шикарно, шикарно все. Какая елочка. Класс, да? Так, а здесь надо очень осторожно, потому что здесь наклон вот такой. И машины накатали все это делают. Нас надо осторожно идти, можно запросто улететь. Вон у них уже, пожалуйста, они уже выставили елки. Видно сбоку на лестнице. Как уже люди готовятся к Новому году. Елочки какие шикарные. Одна к одной. Так, здесь мы проходим, вот здесь перекусить можно. Пекарня. Настоящая пекарня. Исаха экопродукт магазин. Так, музыка нам, да? Музыка заграничная. Это надо дело быстро проходить. Так, проходим. YouTube, как говорят, не любит. Так, ушли, наверное, не слышно. Ну вот люди, видите, идут. У нас же все, в принципе, вот это вот ограничение, как не ограничение, а локдаун этот, выходные длинные отменили, поэтому люди на работу ходят и в школу школьники ходят. А здесь здание вот это вот суда. Вот тут они, кстати, какой-то мемориал сделали. Вот здесь вот. Ага, точно, да, вот видно, да, там. Видать, что-то написано или фамилии какие-то. Так. Идем дальше. Вот у них такой забор электрический. Так, а что он стал? Сейчас будет проезжать. Уходим. Идти надо сейчас осторожно, потому что снег вот этот, он припорошил лед. Вот накатанную
И можно запросто улететь, грохнуться элементарно. Смотрите, да? Какая обстановка. Так, 15 секунд. Давайте туда вон дальше пройдем. Проведу я вас по самому, так сказать, центру Якутска. Посмотрите на ситуацию. Так, все, пошли. Пытаюсь особо камерой не трясти, держать ровно ее, поэтому, надеюсь, сильно там не мандражирует картинка. Вот здесь тоже у нас сквер. Вот здесь напротив было здание профсоюзов. Раньше оно сгорело и построили вот такое вот здание. Шикарное здание. Тоже тут вывеска Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия. Еще что-то находится. Общественный центр. Тут же столовая в нем. И еще что-то. Магазин книги, да? Магазин книги. Так, а это что за транспорт здесь гудит? Не в тему. Не в тему. Вот тут вывеска «Территория ЗОЖ». Смотрите. Территория ЗОЖ. То есть вот здесь вот зона. Тут мы находимся сейчас за кинотеатром Центральным. Вот здесь вот такие... что-то сантехники там делают, слушайте. Чистят коллектора какие-то, наверное. Трубы что-то делают. Тут скверик такой, видно, небольшой. Там лавочки, в принципе. И здесь вот сделали почетные граждане Якутска. Вот вывеска. Короче, фамилии здесь людей, почетных граждан Якутска. Вот их сколько. Фамилий. Остановочка вот такая вот новомодная. Так, еще что в этом здании? Ресурсный центр. Целевой фонд будущих поколений. Книги, столовая. Ага, понятно. Ну и здесь вот такие вот качельки. Смотрите. Вот такие вот качельки. Можно покачаться, посидеть. Да, что-то он там делает. Чистят. Что-то с трубами, да. Какой-то шланг туда пихает. Что-то делают, да. Работка, конечно, непростая. Вот так вот качают. Вот тут место обычно тусовки молодежи. Вот здесь лавочки есть. Вот за кинотеатром Центральным, это вот тоже одно из старейших зданий тут в городе. Оно еще времен 40-х годов постройки. Вот это мы сзади находимся. Вон они там кучу малу устраивают. Да. Сити-бургер. Так, давайте мы туда идем. Шаурма-центр, вон там киоск есть. Здесь здание Ростелекома, вот это. Вот оно такое вот. Там их, по-моему, одно, второе, три здания вместе, да. Вот это вот историческое здание, тоже старинное. Вот это, тут первый АТС было. Телефонная станция вот здесь вот. Еще, по-моему, даже декадно-шаговая, да, конечно. Это все времена послевоенной постройки сразу вот непосредственно. Соответственно, там вот такие все масштабы вот этого времени, как тогда строили, такое все большое. Окна, вон, смотрите, какие там такие полукругом. А третий этаж уже позднее настроили. Когда-то он был двоетажный, и здесь сверху, вот здесь вот на этом, где этот угол, здесь такая типа, как шпиль был. Так, а здесь что у нас? Здесь эти продают, пожалуйста. Мягкие игрушки и, по-моему, еще... ну да, точно. Эти цветы. Вот таких можно мишек купить. Конфеты. Вот их целая куча здесь. Видно, да? Вот. Вот подарки. То есть вы сюда можете, если вам кого-то поздравить надо с днем рождения или чем-то там, вот сюда заходите. Вот у них здесь все есть. В основном я смотрю мишки и цветы. Цветы даже есть в этих горшках. Видали, да?
цветы в горшках есть. Вот такие вот цветы в горшках. Так, здесь киоск, где продают продукты местные. Ну, давайте посмотрим, что тут, что почем. Язык говяжий Алтай 1 килограмм. Фрикадельки из говядины. Не знаю даже сколько стоит. Так, это что такое? Окорок. На кости 468 рублей. Так, ну это, по-моему, это обычные продукты, которые в обычном магазине продают, только, наверное, цена на них повыше. Так, я уже говорю, у меня, да, цена повыше, потому что вот это молоко тяжен, я его покупаю по 50 рублей, вот это вот. Да, ну кто-то берет, видать, по пути, кому лень заходить куда-то, идти. Вот надо срочно продукты. Так, я сейчас вам покажу вот этот памятник наш дворнику. Давайте стрим. Что там пишут? Блин. А что, у меня стрим порвался, что ли? Ё-моё, я тут снимал, ходил, снимал, и у меня стрим, оказывается, отвис. Блин, туз. Вот это здание, это я вам показал, да, историческое. Здесь АТС была. Когда-то двухэтажная, сейчас трехэтажная. Мне кажется, отвисло, блин. Ё-моё. А эти вот показывал, да, тоже. Вон тут продукты продают. А там цветы, всякие мишки и так далее. Как так-то, а? Взяло, отвисло. В Москве +1. Ага, а у нас -5, судя по ощущениям. А так ночью -10, -15. Вот тут такие продают цветы на подарки. И медведи. Ой, собаки, смотрите. У нас тут собаки гуляют. Вот две такие здоровые псины ходят, бродят. Так хорошо, снежок. Шикарно. Вот смотрите, какие мишки тут. Вот такие мишек можно на подарок купить. Конфеты. Цветы вон там. Видно, да? Так, а что же у меня стрим-то завис? Тут в центре, по идее, не должно особо виснуть. Общественный центр. Так, и здание профсоюзов. Вот это вот здоровое, оно такие отгрохали. Вообще диву даешься. Ну и вот эта улица Курашова. Вот это вот Курашова, а это проспект Ленина. Сейчас мы выходим с парадного входа кинотеатра Центральный. Кинотеатр Центральный. Вот здесь большая такая остановка интенсивная. Напротив здесь мэрия города Якутска. Вот, пожалуйста, это здание. Так, и вот тут памятник у нас дворнику. Причем он такой интересный, да? Что, смотрите, сейчас мы его по кругу обойдем. И вы посмотрите. Оп, 10 лайков. Он что спереди, что сзади. Он одинаковый. Да, нормально. Куда иду, а я гуляю просто по центру. Немножко у меня, потому что заряд аккумулятора тут к концу уже подходит на половинке. Потом он может телефон и замерзнуть. Ну а здесь вот центральный кинотеатр, у них такой большой тут экран. Вот тут рекламу вечно всякую показывают. Вот, тут узоры. Тут не видно, наверное, а вот они. Вот эти древние, которые были найдены. Значит, узоры древнего человека. Вон там тоже. У меня шизофрения. Да, он такой странный, вот такой вот. Что спереди, что сзади. Но его где-то уже известный, он довольно уже популярный. Вот еще собачка одна гуляет. Тут что-то она пытается найти. Ну вот она, видите, досела, сидит. Ну вот они, собаки, у нас живут и при морозе, там при -50 на улице. Вот таким вот образом. Большая остановка. Тут они, видать,
тусуются, народ их чуть подкармливает, чем там где-то на окраине. И вот они здесь, прямо напротив мэрии. Прямо напротив мэрии собаки живут. Вот мэрия, здание мэрии, и вот собака. Лежит она. Ждет, может, кто чем покормит. Ух ты, какой гололед. Смотрите, видите, как он шкребет прямо. Вот. Ладно, давайте пошли дальше. Попрощались с дворником. Я говорю, тут возле центрального молодежная тусовка. Тут много молодежи, групп всяких встречаются, тусуются. Так, и что мы видим? Перекресток вот этот довольно интенсивный. У нас это улица Курашова и проспект Ленина. Так, 22 секунды осталось. И там вот вдалеке вы видите, там у нас куча торговых центров разных. Вот этот торговый центр Проспект, потом торговый центр ЦУМ, потом торговый центр как он, Саха-Экспо. Вот там все, короче, кто хочет деньги потратить, вот, пожалуйста, у кого излишки там средств, бабло, как говорится, из кармана вылазит, вот можно сюда прийти и их тут растратить в один миг. Так, ну и здание мэрии. У них тут тоже елочки. Там окружная администрация. Елочки здесь. Вот он, проспект Ленина. Так вот сейчас выглядит. Снежок валит. Вообще красота. Красота. Кинотеатр центральный. Здание историческое Ростелекома. Вот это вот. Тут уже от Ростелекома-то, по-моему, ничего не осталось, потому что его практически весь в аренду сдали. То есть здесь и была какая-то... А здесь Собинбанк, потом Вилка-ложка, потом еще какие-то были. Потом была какая-то... Нам переходить надо. Извиняюсь. Надо под ноги смотреть. Смотрите, какой гололед у нас здесь жуткий. Поэтому надо смотреть под ноги, а не звезд считать, ворон. На небо смотреть. Так, сейчас 60 секунд. Так, все, успели, перешли. Вот мы в сторону этих торговых центров двигаемся. Кстати, вот так вот стримить вертикально, по-моему, лучше, да, и смотреть на телефоне все-таки лучше вот такие стримы, чем на компьютере. Потому что, видите, да, как вверх все сразу видно. Здесь мы... Вот тут такой скверик, где этот торговый центр, торговый комплекс московский находится. Вот надпись «Я люблю Якутск». Якутск. Сердечко вот здесь такое. Там у нас подсветочка включенная. Так, давайте почитаем комментарии. Может, кто что написал. Так. Почему дворник только сзади поставили, где его перед? Ну вот он такой, да, это оригинальная такая скульптура, она и этим и запоминается. Вот это вот, смотрите, это типа башня Острога старинного, вот она так, Якутск-то сначала был в виде острога, то есть крепость была деревянная такая вот. Я люблю Якутск. Вот так вот. И здесь сразу у нас торговый центр, проспект. Здесь, короче, куча магазинов. Там наверх куда-то идет, по-моему, он. Здесь тоже торговый центр, вот этот комплекс московский. Вот он так по периметру идет. А здесь такая небольшая площадка. И, сейчас покажу вам указатель здесь. На нем сколько километров от города Якутска до разных городов мира. Давайте посмотрим с вами. Сколько же километров? Так, вот я вижу Фэрбэнкс, Норд-Стар, это Аляска, у нас 3828 километров. Мураяма, Япония, 2721. Йоллоун Найф,
Это Канада. 5176 километров. Так. До Олимпии 7226 километров. Это Греция, да? Чханвон, Корея, Южная Корея, 2980 километров. Хайхэ, это и Китай, 1319 километров. Вот тут, смотрите, до Китая у нас совсем недалеко. Сам Якутск. Так, а здесь еще, Древняя Олимпия, 7226. Тут еще дублируются надписи по-русски и по-английски. То есть с одной стороны по-русски, с другой по-английски. Ага. Якутск. Вот, пожалуйста, вот такой знак с километражом. Ну, здесь вот остановочка. Смотрите, здесь интенсивная остановочка. Кинотеатр Центральный называется. И здесь вот такой вот фонтан. Ну, сейчас он, конечно, не работает. Какое-то божество. Здесь лицо мы видим. Фонтан. Вот так вот. Так, а давайте-ка мы зайдем, чуть погреемся в этот торговый центр. Можно его просто, надеюсь, туда. Он небольшой, поэтому пускают туда просто вкусмаркет. Без этих всяких QR-кодов. О, тут тоже собака лежит, смотрите. Тоже собака лежит. Чипированная, видно она. С этим клеймом на ухе. Видно, да? Вот у нее клеймо на ухе. То есть она чипирована, вакцинирована. Вот даже кто-то ей пирожок положил здесь. Вот видно, да? Пирожок, она его грызла. Сейчас просто лежит. Ну, собаки у нас такая порода, она всю зиму живет на улице. У некоторых даже, вот у кого есть частный дом, у тех, значит, собаки просто на улице живут. Они даже в будке не живут. Где-то между этими лежат. Закрытый он со стороны Курашова вход. Да, не удалось мне пройти. Хотя там я вижу открыто все. То есть вход один сделали они. Да. Ну, тогда не будем заходить. А я думал вот так просто пройти, вот там зайти, да, и вот так вот вдоль него и пройти. Но, к сожалению, они сейчас, видать, из-за этой пандемии блокировали. Ну, здесь, вон, смотрите, всякие вещи продают там. Все вещи, короче, вещи всякие. Сотовый, книжный, потом там этот продуктовый есть. Короче. Вот это здание мэрии. Мы с торца здания этого. Магазин индийских товаров. Ганг даже есть. Ну, здесь авиакассы находятся, СВ Транс. Вот они как раз там напротив авиакассы. Пенсионерам 0%. Что, скидка пенсионерам 0%? Нафиг они не пишут про это, если нету скидки. Мегафон. Офис Мегафона. Ну и там шмоточные всякие. Такие дела. Ну, в принципе, можно зайти. Я, наверное, зайду чуть-чуть. Так, вход без масок. Блин, маску мне надо одевать. А мне сейчас неудобно. Ладно, так тогда. Лень маску одевать мне. Как я сейчас маску одной рукой одену? В руке же я держу телефон, смартфон, поэтому... Так, а здесь какой-то киоск. Тут продают горячие напитки. Эспрессо 150 рублей, 150 миллилитров. И шаурма, вот, пожалуйста, 200 рублей классика. 240 с сыром. С чипсами даже есть, господи. Так, а также выпечка вот по цене 90, сам сокурник 70, сосиска в тесте 65, пирожок картошка 50 рублей. Так, все, сюда выходим. Давайте. Ну вот в эти вот торговые центры, у них однозначно, у них площадя большие, там должны только по QR-коду пускать. У меня цели нету заходить туда, в них. У меня цель просто пройтись, как бы, просто поснимать вот этот снежок, какой у нас падает шикарный. Погодка такая хорошая. О, даже человек, видите, на велосипеде катит. Ё-моё.
А, потому что здесь, вот смотрите, есть это шаурма с сыром. Ага. Да, замерзнет и батарейка сядет у меня. Так, здесь реклама. Проспект Стильная. Здесь настоящая пекарня. Вот там вот можно посмотреть. Всякие разные продают кулинарные. Так, дальше проходим. Я, слушайте, даже перчатку не одел. И вот мне, в принципе, рука так подмерзает, но не критически. То есть мне, в принципе, градусов, наверное, минус 5 сейчас. Ну и вот здесь вот ЦУМ. Вот он. Такой вот здоровенный тоже тут говорю. Что-то вообще у него народ не идет. Наверное, вообще народ не идет. Тут, как всегда, куча машин на этой площадке. Все заставлено. В большие торговые вот эти комплексы, где площадь превышает определенные размеры, значит, вход по QR-кодам только. Так, новогодняя ярмарка. Ух ты, тут уже, смотрите, у нас новогодняя ярмарка с 1 по 16.01. ЦУМ, Якутск. Ага. Так, уже оказывается... не, с 1-11, ну правильно, все, у нас какое уже сегодня число-то, 11 месяц. То есть уже продают к Новому году. Ну а что осталось у нас? Получается, сегодня, какое, 9, да, число? Или 10. Значит, соответственно, месяц и 20 дней, да, чистыми. Вот здесь Экспоцентр с таким кругляшком наверху. Здесь также вот KFC находится у нас. KFC и Бургер Кинг. Вот Бургер Кинг вот там вот. Смотрите, вот в этом вот проспекте Бургер Кинг. Макдональдса, к сожалению, в Якутске почему-то нету. Хотя у нас очень любят вот эту вот пищу, как говорят, нездоровую. Комбинаты быстрого питания. Ну, да, то есть могли бы и открыть, но почему-то не открывают. У них какие-то там значения есть, что в городе должно быть не менее определенного количества жителей проживать, соответственно, тогда они начинают там какие-то свои центры открывать. Так, а здесь у нас тоже вот продолжение Сахвая Экспоцентр. Там какой-то магазин. Kitchen Land Home. Топ. Так, не поймешь, тут пройти невозможно. Машины. Так, и что я вам? Давайте вот сюда вот еще тут покажу. Туда я, наверное, не пойду. Или как тут? Куда мне еще пойти-то? На площадь, если пойти. У меня телефон может сесть или разрядиться. Это перекресток улицы Ярославского и улица Курашова. Ага, здесь вот большой ДНС Гипертуяра. Вот тут когда-то магазин ткани был. Ну а сейчас, соответственно, вот ДНС большой магазин. Так, Элетуаль, короче, ну, понятно всем, да? Такие торговые центры в любом магазине есть. Так, а как я здесь пройду? Не, давайте я лучше обратно пойду, потому что там темнота, закоулки. Вам, наверное, будет мало интересно, поэтому мы давайте пойдем путем, каким пришли. И дальше туда по проспекту. Я хочу в сторону площади Орджоникидзе дойти. Там глянуть, что как выглядит на данный момент. Начало ноября. Праздники у нас прошли. Локдаун тоже прошел. Все вышли на работу. Кто, конечно, работает офлайн, да, кто онлайн работает онлайн, так и работают. Школьники вышли у нас, поэтому народу на улицах полно. Ну, ограничения действуют, все вот эти вот
То есть надо при посещении больших торговых центров предъявлять QR-код. Вчера я, еще раз повторюсь, заходил вот в один торговый центр, там, значит, много народу туда не проходит, потому что у людей нету этих QR-кодов. Видать, они их с собой не взяли, или я не знаю, каким образом они вообще пошли. Так, такая здесь дорога накатанная, до жути, просто до жути накатанная, скользкая, буграми. Так, вот, велосипедист, смотрите, на велосипедах ездит. Как они ездят? У него, смотрите, шипованная какая-то резина. Видать, ему не скользко, а так вообще по такой дороге-то ехать, вот по таким плитам скользким, можно запросто улететь. Запросто можно улететь. Так, а что, давайте мы с вами вот посюда пойдем. Вот. Я же оттуда шел, давайте посюда. Заодно мы побыстрее как-то придем к нашей заветной цели. Если удастся, конечно. Хочется сейчас постримить вот на этот телефон, поскольку еще не так холодно. И, соответственно, он держит температуру вот эту. И заряд держится. Хотя, предупреждаю заранее, может в любой момент прерваться связь, телефон замерзнуть, и у нас с вами прекратится взаимодействие. Так, можно вот так вот пойти вперед, да? А можно здесь свернуть. Давайте здесь я сверну. Здесь у нас вот это вот старинное здание, тоже такое 50-х годов постройки, хрущевка. Здесь часовая мастерская. Так, потом что тут у нас? Магазинчики тут мелкие. На первом этаже все. Ага. Центр красоты закрыт. Модно Якутск, ЕКТ, аксессуары. Ой, как, сколько? Нотариус здесь же находится. Нотариус. Здесь ломбард и золотник. Так, меховой ломбард, читаю, ювелирный ломбард. Так, принимает 585-ю пробу до 2400 рублей за грамм получается. 2400 рублей за грамм. До, почему-то написано. То есть, видать, еще дешевле можно сдать. Ну, они сами предлагают цену, по которой вы свое золотишко закладываете. Так, все, мы сюда выходим. Это уже проспект Ленина. Здесь вот теплая остановка, центральный 75. Мы, короче, разворачиваемся и идем вот в эту сторону. По проспекту Ленина. В сторону площади Орджоникидзе. Там еще рано, конечно, но где-то, наверное, с середины ноября или ближе к... наверное, в последнюю неделю ноября начинают строить там ледовые скульптуры. Значит, кому интересно, я вот снимал несколько раз. Можете полюбоваться, там есть видео на канале, где все это я снимал. И можно посмотреть, ну как что выглядело. Ну а с этой стороны тоже все магазины. Магазины тут всякие товары для здоровья. Вот, пожалуйста. Здесь сотовые. Денталика, стоматология. Вот здесь находится. Телефонные аксессуары. И вот это вот Телмарт. Телмарт. У них тут такой экран большой, рекламный. От него подсветка интересная идет. Разными цветами освещается. Прикольно. Рекламу они свою тут гонят. Вот так вот вокруг. Яркая, да? Яркие светодиоды такие. И вот если здесь ставить, оно все так вот разными цветами получается, подсвечивает. Так, сюда разворачиваем. От КРГ ювелирная фирма. Здесь целых, сколько у них, 3 этажа или 4 даже. Ювелирный дом.
Кстати, они в аренду второй этаж сдают. Так, здесь еще у нас мы открылись. Здесь Альфа-банк и какой-то магазин подарков. Встреча. Вот там вот. Видно, надеюсь. Здесь у нас Apple Diamond бриллианты. Бриллианты вот там вот, пожалуйста. А здесь... ой, машина. Прямо. А здесь у нас Diamond. Тоже бриллианты. Туймада. А здесь Туймада Diamond. Вот это вот. Там Apple Diamond. А здесь Туймада Diamond. Также здесь 585 ломбард находится. Золотой 585. Ну и вот мы вот тут выходим. Вот это здание гостиницы Лена. Историческое здание, тоже старинное. Но его реставрировали, тут подновили. Мы тут на первом этаже сделали такое красивое, значит, обрамление под старину. Кстати, улица Ленина раньше называлась Большой улицей. И здесь вот даже такой есть трактир, ресторан под названием Большая улица. Также здесь Аврора. Потом он там он в уголке ювелирный магазин Алмаз. А в этом здании на первом этаже Алмаз Эргенбанк находится. Так. Шерлок Паб также. Пивнушка получается. Вот там гостиница Лена. А рядом пристроено вот историческое здание гостиницы Стерх. Так, здесь какая-то музычка играет. Такая вот фоновая. Офис МТС, офис Билайна. Снежок падает. Хорошо. Красота. Хорошо, что у нас снег. Будет красивее еще, чем когда снега мало. А здесь вот тоже драгоценности Якутии. Пожалуйста, магазин, ювелирный салон. Тут также можно золото менять свое. 585, 750. Обмен золота, ломбард. Короче, сколько? 2200 рублей за грамм. Так, почитаем комменты, что пишут. Шаурма с сыром мой любимый. Да. Так, что-то никто... Пока телефон у меня работает. Нормально. Так, вот такие снежные здесь бугры у нас, смотрите. Снежные бугры. Так, здесь что? Здесь магазин каких-то сотовых изделий, телефонов. Гостиница Парус. Вот здесь вот это вот вход в гостиницу Парус. А здесь вот такая арка. Это тоже историческое здание древнее. Ага. Здесь вот арка вот такая, проход. Здесь когда-то вот в этом здании было кафе «Волна», кто помнит. Там была столовая и, по-моему, забегаловка на первом этаже. Забегаловка, пивнушка, Стерх, гостиница. Вот здесь вот, смотрите. Так, проходим дальше. Ну вот, на площади Орджоникидзе видим фонтан под вот этим куполом таким красивым. Смотрите. Здание Лорпа. Так, он нам показывает сейчас температуру. Там есть хорошо температура. Минус 3 градуса. Давление 747. Время сейчас 18 часов 24 минуты. Якутское время. Вот здесь вот такая. Когда-то здесь пятак был у нас такой круглый, да? Разъезд был. Ну, круглая такая площадь. А сейчас сделали вот таким образом. Вот таким образом ее. Когда-то здесь была очень большая остановка со всех сторон. С той стороны была остановка, там остановка. И вот сюда бегали, куда, если надо уехать, вот сюда прибежишь. И здесь практически все автобусы ходили. А сейчас автобусы там всяко разно ходят. Вот. Улица Ленина. Так, в этом здании у нас разные магазины. Магазины. Жанка. Так. И давайте идем дальше. Так, или я же хотел пройти. Подождите, я хотел туда пройти. Куда-то я не туда иду.
Давайте с вами вон туда пойдем. Там у нас переход, потому что по-другому я туда не смогу проникнуть. Связной Евросеть, бывшая вот здесь вот находится. Так, здесь какая-то реклама крутится. Гостиница. Люди. Так, пытаюсь камерой не дергать, чтобы особой тряски не было. Во время стрима, к сожалению, стабилизация у телефона не работает. Извините уж. Так, и здесь вот умный светофор. Написано «Ждите». Может, кнопочку надо нажать, я не знаю. Наверное, там вот люди нажали на кнопочку. Обычно вот такие умные светофоры, там надо кнопочку нажать и ждать, когда загорится красный свет для пешеходов. Так, вот какая движуха. Какая движуха. Сейчас вот туда пройдем, в том направлении. Так, ну что, все, пошли. Тут надо посмотреть под ноги, потому что накатано и очень скользко. Тем более сейчас под этим снегом, смотрите, какие бугры. Буграми все, буграми. Тем более присыпало сейчас снежком. Продуктовый. Проходим. Давайте я темп увеличу, а то я чувствую, сейчас стримчик-то закончится, как начался неожиданно для всех. Так, давайте вот сюда пройдем, погуляем. Тут такой есть небольшая площадка, скверик. Здесь указатели, значит, куда идти, в какую сторону, с основными достопримечательностями. Музей Ярославского 300 метров, Московская набережная 450 метров и Саха-театр имени Платона Аюнского. Вот. Индрайвер, кстати, фирма в Якутске. Первая вот это они начали. Разработчики здесь находятся у нас, с Якутска, самого индрайвера. Потом это распространилось по всему миру, в принципе. Сейчас так. Вот здесь такой скверик, не скверик. Здание Лорпа. Нам показывают минус 3 градуса, 407 давление. Так. И вот таким вот образом. Давайте с той стороны подойдем к этой красоте нашей, которая уже не один год стоит. А это что такое за интересно? Что-то такое. Что-то было такое, не знаю, что-то. Извините, книжный шкаф временно не будет работать в связи с ограничительными мерами. Книжный шкаф из-за пандемии закрыли. Представляете, да? То есть его вот таким образом закрыли. И туда книжки нельзя ложить, потому что у нас ограничительные меры. Вот таким даже книжками не обменяешься. Хотя с одной стороны, что там, как там перейдет. Все равно вот закрыли. Вот такой вот здесь фонтан. И вот его на зиму закрывают вот такой шикарной ажурной композицией. Национальные уборы. Он уже сколько? Он уже давно у нас. Подождите, больше 5 лет, наверное. Точно, больше 5 лет. Такая вот красотень. Здесь скоро на этой площади, как скоро, я не знаю, наверное, в конце ноября уже начнут елку устанавливать. Елочку. Потому что 1 декабря уже у нас открытие Нового года идет. Такое мероприятие, наверное, вы слышали. Зима начинается в Якутии 1 декабря вот как раз. И тут елку, зажигают. И, говоря, вот здесь куча народу будет. Но уже будет холодно. Я помню, в
прошлые разы тут вообще температура была за 40 градусов, куча народу. И причем люди с детьми. Смотрите, шикардос какой. Фонтан вот так вот закрыли. Вот, шикарно так. Можете посмотреть. Вот я остановлюсь, как оно выглядит все. Вот так вот выглядит все. Так, ну вот площадь Орджоникидзе, с этой стороны театр. Ух ты, его закрыли плитами. И уже что-то тут плиты эти утепляли, видать, снимали, да, здание. Вот театр здесь. Интересные тут спектакли проходят, концерты интересные. Если кто приезжает, вот идите сюда. Давайте посмотрим на афишу. Подойдем поближе. Репертуар вот есть. Ну, театры у нас работают, там, соответственно, не с какими-то ограничительными мерами работают, но вот работают. Так, репертуар. Ну, можете вот почитать, что будет. На якутском языке спектакли проходят. 100 лет ЯССР будет, кстати, 1922-2022 год, 100 лет образования. Сначала была это Якутская автономная советская социалистическая республика, потом вот республика Саха-Якутия с 90-х годов уже. Здесь вот такая шикарная, смотрите, подсветочка. И вот там вот ажурная такая композиция. Сроки госуслуги, так что я скажу насчет этого, распечатайте. Я вчера свой проверял. Во-первых, я по нему зашел, я в феврале перебивался. В феврале у меня, значит, спутник В, спутник 5, прививка, поэтому все работает. В феврале я прививался, никакие сроки мне ничего не порезало. У меня годный, вот ровно год. Он до февраля следующего года, 22-го. Вот видите, там какая ажурная композиция. Интересная. И здесь внизу, о, его развернули, что ли. Он, по-моему, был по-другому стоял. Ага, это вот стерх, и здесь вот эти вот колокольчики такие вот висят внизу. Если по ним ударить, то они зазвенят у нас. Давайте попробуем. Вот так вот. Опс. По этим можно уже. Тональность разная. Короче, у меня ничего не порезал, никакие сроки, ничего не, все нормально. Вчера я проверил на госуслугах, тоже зашел дополнительно. Наслушав все этих, ну, кого-то говорят, что-то обрезало, у меня в частности нет. Поэтому я со своим распечатанным QR-кодом спокойно прошел в торговый центр. Вот площадь Орджоникидзе сейчас пустая. Вот здесь вот по центру будут возводить уже в скорости елку новогоднюю. Одну поставят большую елку вот на площади Орджоникидзе, а вторую на площади Ленина. Как бы. А здесь у нас 1 декабря зима начинается в Якутии. Еще вот по периметру должны здесь ледовые, значит, вот этой площади ледовые скульптуры обычно. Надеюсь, в этом году их тоже сделают. Так что мы пойдем с вами поснимаем. Так, вот это здание, смотрите, вот такое интересное, там узор. Такой, а не узор, а рисунок, ага. Рисунок интересный, такой в национальном колорите. Я вижу там чум, потом люди, рыбаки на лодке плывут. Ага, солнце. Это Арктический государственный институт культуры и искусств. О, смотрите, какое у них здоровенное здание. А когда-то здесь, по-моему, здание банка строилось. Ну, поизначально. А потом его вот передали под Арктический государственный институт культуры и искусств. Большое здание. Ну, хорошо, что передали, а не банк. Вот, давайте наверх посмотрим. Там подсветочка такая.
лампы. Вот так оно все шикарно здесь выглядит. Так, ну ладненько, давайте пойдем. Тут интенсивная улица, вот это вот у нас Орджоникидзе. Слушайте, на мне столько снега, я пока шел, нападало вообще, конечно. Это здесь вот это историческое здание, 4-й магазин продуктовый. Сейчас там всяких разных магазинов полным-полно. Кстати, можно туда зайти и давайте мы это сделаем. Надеюсь, там QR-кодов не надо никаких. Так, проходим все. Давайте под ноги смотрим внимательно. Гололед. Гололед. Так, успеваем? Успеваем. Заодно я там постою. Так, вот здесь вот киоск вот такой вот сделано в Якутии. Мясо, молоко, сыр, варенье, курица, много другое. Так, давайте посмотрим на цены. Что почем. Так, варенье продают. Ну, 235 рублей, 350 грамм. Яйца 115 рублей мясные. Масло топленое 285 рублей. Холодец 150 грамм 70 рублей. Сыр качоту. Булус 850 рублей килограмм. Творог 325 мирный. Молоко питьевое 95 рублей литр. Сливки 200 рублей. 0,5 литра 25%. Так, а здесь у нас ребро 450 рублей. Суповый набор, жеребятина 124, колбаска 200, пельмени, вот, пожалуйста, натуральной говядиной 340. Вот такие продукты. Тушка птицы 230 рублей 1 килограмм. Такие продукты. Вот даже потроха продают с чурапчи 400 рублей килограмм. Потроха. Кто любит потроха, ставьте лайк. Так, вот этот ТЦ Якутск. Сейчас мы сюда зайдем. У него здесь вот рядом было двухэтажное здание, деревяшка. Вот сейчас вот его снесли, там пусто, и вот эту сделали, ну как достройка рядом, чтобы пешеходу безопасно ходить. Так, давайте полюбуйтесь немножко. На улице Петра Алексеева, это улица Петра Алексеева, туда идет. Ага. В сторону 17-го квартала она куда-то уходит. И мы заходим сейчас сюда. Заодно погреемся. Хорошо, хоть не так холодно еще, можно ходить свободно. Так, маску надо одеть. Слушайте, все-таки мне придется маску одеть. Так, я сейчас попытаюсь маску одеть на себя. Я весь в снегу еще вдобавок. QR-код, я надеюсь, здесь не потребует. Это небольшой магазин. Еще отряхнуться, то я весь в снегу. О, смотрите, сколько снега у меня здесь. Так, давайте сюда пройдем. Очки запотели, у меня надо снять. Так, сроки восстановили, а сами квадратики новые, никаких других данных. Пустота, то есть печень. Ага, бэнк. Ладно, все работает. У меня все QR-коды, ничего не срезано. Так, здесь химия. Проходим дальше. И вот такой вот переход. Вот так сейчас выглядит 4-й магазин. Сейчас он называется Якутск. Здесь куча разных магазинов. Золото, всякие одежду. Diamonds, ювелирный салон. Ломбард 999. Вот, пожалуйста, оптика. Так, здесь еще один вход. Горизонтально. Не получится. Смотрите на телефоне. Лучше на телефоне смотрите. Мне абсолютно неудобно нести. Я с руки без этого стабилизатора хожу, снимаю, потому что у нас стабилизатор какой минус 5 градусов сейчас. Он просто замерзнет. Так, здесь продуктики. Горизонтально
Тем более я сейчас уже повернуть не смогу, потому что вот здесь рыбка продается разная. Ну, камбала 180 рублей. Нельма 1000 рублей килограмм. Разные копчености. Семга 2500. Кита 1300. Омыль 950. Чир 1300. Так, заморозочка. Морской язык 420 рублей килограмм. Ух ты, тут даже эти. Так то, раки, шмаки. Заморозочка, клубника 300 рублей. И так далее. Брусника 550, клюква 370, малина 420, евросмесь. К сожалению, извините, я по морозу не могу ходить снимать горизонтально. У меня телефон, во-первых, мне надо его согревать, телефон, поэтому приходится держать рукой целиком, обхватывать, иначе он замерзнет быстро. У нас никакого стрима не получится. Так, всякие штуки к сотовым телефонам продают. Радиоприемники. Так, тут вот это вот продают всякую еду. Вот якутский хлебопокомбинат в магазинах. Здесь всякие разные. Ну, понятно, здесь народу много, так сказать. Так, молочка местная, сметана, молоко домашнее. 1 литр 100 рублей. Домашнее молоко. Колбаска, сырок, колбаска. Ну, цены, наверное, все знают, не буду. Конфетки, пызырянов. Здесь у нас всякая разная кулинарка, тортики. Пельмени. Сколько пельменей у них? Кстати, цена 120 рублей за 500 граммов, более-менее. Студенческие. Ну это, наверное, без мяса студенческие. Какие же студенты едят натуральное мясо? Так, есть позы 395 рублей. Есть манты 195 рублей. 500 граммов. Ага, 500 граммов. А это за килограмм цена. Так, вот это такой у них тут ассортимент. И пызырянов. Выпечка опять всякая разная. Самса 90 рублей. Это что? Фукача 57 рублей. Слойка 73. Всякие тортики здесь. Вкусняшки. Ну, вот таким образом. Здесь тоже. А это вкусняшки всякие. Пирожные 55 рублей. Вот такое вот одно. 60 рублей, 70. Цены разные, короче. Вот такие торты есть. Пожалуйста. Вот всякая выпечка, печенюшки. Кто любит сладкое, вот сюда может подойти. Также у них тут есть своя колбаска. Вкусная, кстати, колбаска. За 100 грамм 78 рублей вот эта вот краковская. Также либерная 58 рублей 100 грамм. Вот такие цены хорошие. За 100 грамм цены уже. Колбаса свиная, рубленая 89 рублей. Ребра свиные, варено-копченые 79 рублей. Таким вот образом. Так, конфеты. Ну, кстати, здесь требуется продавец, смотрите. Кто хочет продавцом работать в центре города, вот сюда может пожаловать. Вот магазин интересный, такой проходной. Так, здесь у нас разные продают с Алтая вкусняшки. Это лечебные, да, травки, чайки, травяной чай, пожалуйста. Мумую продают, пожалуйста. Говорит, барсучий жир, чистый легкий. Вот говорят, надо барсучий жир. Есть вот, типа коронавирус меньше пристает. Прополис вот, пожалуйста, тоже жевать полезно. Маточное молоко тоже. Так, это мед с живицей.
разные. Медовая перга и разный мед, разные цены. Так, далее проходим. Корейская косметика, магазин закрытый. И здесь выпечка. Пирожки разные. Вот по 41 можно такой маленький пирожок. Самса 85 с курицей. Хачапури 69. Сосиска в тесте 75. Пироги. Вот смотрите, какой пирог, 490 рублей. Рыбный 525. Настоящая пекарня. Так, проходим дальше. О, магазинчик якутской птицефабрики. Вот у них яички. Почему яички-то? По 11 рублей, да? 11 рублей 40 копеек одно яйцо. Сами считайте, сколько десяток стоит. Так, а здесь у нас, по-моему, здесь корейские товары, какие продукты продают. И также здесь кафе корейской кухни есть. Как оно называется? Чин? О, что-то непонятно. И здесь вот можно у них корейские блюда. Также тут продают эти корейскую еду разную. И не только корейскую. Тут все подряд уже, по-моему, продают. Да, все подряд продают. Daily Mart. Также здесь кулинарка, сладости для радости, тортики, шмуртики, кофейня Модео. Вот, пожалуйста, если вы промерзли, можете сюда зайти. Здесь горячий кофеек, чаек, выпечка. Даже клубная карта у них есть, пожалуйста. Здравствуйте. О, пончики продаются, да? А почем один пончик такой? 50, да? Да, понятно. Понятненько, да. А что за клубная карта? Это она, если постоянно покупаешь, да? Нет, если вы просто кофе покупаете любой, я вам могу оформить, и у вас будет каждый шестой кофе бесплатно, и от цены продаж скидка зерновой кофе. Давайте сюда. И сколько чашка кофе стоит? Здесь все написано. Вот здесь вот, да? В зависимости от объема, да? И от кофе. Ага, понятненько. Хорошо. Ну, цены, как везде, да? Такие же. Спасибо. Вот так, выходим. До свидания. Выходим. Опс. Так, зашли с одной стороны, выходим мы с другой стороны. Вот вид на площадь Орджоникидзе. Здесь у нас, я говорю, скоро тут елочку поставят. Сейчас иголочки. Так, стрим у меня еще не прекращается. Там кто что написал-то, давайте я посмотрю. Извините за дрожание. Дядя Тима, суп остыл. Вы когда будете дома? Так, скоро. Так, смотрите, какая движуха. Уже 7-й час. У меня еще телефон не разрядился. Ну, сейчас давайте я тут погуляю, еще пройду. Так, давайте я тогда до остановочки дойду и уже дальше, наверное, стримчик прекращу. Это у меня никак не хочет телефон разрядиться. Социальная аптека, вот здесь всякие разные вывески. Парикмахерская также в этом вот историческом здании. Кстати, когда-то вот этот угол тут обваливался. Тут сваи, что-то проблема была какая-то. Его восстановили. Видите, какие окна шикарные, большие. Раньше так строили. Так. 40-х, 50-х годах. Ой, тут как скользко-то, слушайте, и все так буграми. Кочки такие. Надо осторожно идти. Осторожно. Так, давайте я вам еще покажу. Движуха какая у нас здесь сейчас. О, видали, да? Это улица. Ой, он вообще буксует. Это спортивный какой-то кар. Вообще буксует. Смотрите. В 3 ряда. В 3 потока едут. Вот это улица Черяева здесь. Ага, значит, вот это улица Черяева. Это улица Дзержинского. А там уже улица Орджоникидзе начинается. Вот такая вот
Здесь обстановка. Довольно опасный перекресток, поэтому надо быть осторожным на нем, потому что машины со всех сторон снуют. А вот это здание почтамта, главпочтамта Якутска. Вот отсюда все километражи, ну, которые от Якутска расстояние, вот отсюда здание почтамта отчитываются. Вообще так принято. Так, вот народу сколько идет, смотрите. Так. Надо, чтобы нормально стрим записать, надо, конечно, стабилизатор не работает. Внутренний во время стрима. Ох, велосипедист шпарит. Ё-моё, подсветочка у него даже как-то и не падает. Как-то даже и не падает. Смотрите, сколько машин. Сколько здесь машин-то, а? Ё-моё. Улица Дзержинского. Это мы в направлении авиапорта. Если так вот идти прямо по ней, можно туда прийти, в авиапорт. Ну, как расстояние где-то километра 3 или 4. Точно я не знаю. Отсюда до авиапорта. Или 5. Ну, короче, можно пешком элементарно дотопать, если у вас ноги привыкли ходить. Такая вот красотища здесь у нас сейчас. Вот здесь остановка как раз. Остановка называется ДЮСШ. Детская юношеская спортивная школа. Вот тоже историческое здание. Вот видно, там большие окна такие. Светятся они. Детская юношеская спортивная школа. Остановка ДЮСШ. Так. А здесь аптека. Опять же. Вот автобус какой-то подъехал. Автобус. Так. Машины со всех сторон. Женщина коробку тащит. Видать, ей нужна эта коробка сильно. Так вот она ее расплющила и тащит. Ну, давайте еще тогда дальше пройдем. Раз он у меня пока снимает. Поснимаем. Когда еще удастся. Потом будет холоднее. И, соответственно, мне вот так вот не удастся походить. Во-первых, холодно. Во-вторых, телефон отрубится просто-напросто. Вот памятник железному Феликсу. Феликс Эдмундович Дзержинский. Вот какой он у нас стоит. Кстати, поставили его, по-моему, подождите, в каких? 90-х или нулевых годах, относительно недавно. Где-то их сносят, дзержинских, а у нас наоборот поставили. Так, вот эта школа ДЮСШ. Шаурма, остановка. Можно, пока вы стоите, шаурму покушать. Так, вот тут сидушечки такие вот. Сейчас, к сожалению, никто не сидит. Холодно уже, летом сидят. Так, идем дальше. Вот здесь какой-то, что-то какая-то. Так, машины. Тут машины сигают. Я хотел вот там подойти. Там интересная какая-то. Что там такое? Не вижу, к сожалению. Какая-то композиция, скульптура или что? Не вижу. Дзержинского 10. Можете сами там по карте посмотреть, что находится, какой памятник рядом. Ну вот это здание. Здесь у нас правоохранительные органы находятся по этой улице Дзержинского. Поэтому здесь, по-моему, Министерство внутренних дел, полиция и так далее. Как раз вот они все в одном месте собраны. Сейчас мимо них мы и проходим. Так. Хорошо, красиво. Что гуляйте с нами. Снежок идет, не прекращается. Вообще красота. А здесь была какая-то двухэтажка. Сейчас здесь пустырь. Ее снесли. И здесь сейчас вот автостоянка. Вот такая вот.
произвольная. Пока такая вот автостоянка. Так, давайте ускорим шаг. Пока ничего интересного такого нету. С этой стороны хрущевочки такие вот. Пятиэтажки. Старинные, короче, еще каких-то 60-х годов постройки. Ну, как относительно старинные. Для Якутска вообще, конечно, вот нашей вечной мерзлотой здания раньше строили, они долго не стояли, потому что вот этот фундамент все-таки там оттайка грунта шла, и здание косилось. Я снимал не раз вот эти наши здания, деревяшки, как они выглядят. Конечно, все такое, ну, некоторые нормально, а в основном оно все такое покосившееся, короче, уже фундамент там оттаивает. То есть те, которые здания строили в 50-х, 60-х годах. О, еще один велосипедист. Вот у нас сколько велосипедистов ездит. И причем сейчас-то минус 5 градусов, тепло. Тепло для Якутска это вообще как. Я вот перчатки даже не одел, вот так вот просто иду, смотрите. И мне, в принципе, ну так морозит как бы, но не тот мороз абсолютно. Абсолютно не тот мороз, что будет вот когда минус 40 будет. Минус 50 тем более. Это так. Это тепло, это вообще красота. Сейчас вот гулять можно, ходить, кстати. И ноги не мерзнут, и руки не мерзнут. Все супер. Так, здесь здание у нас Министерство внутренних дел по республике Саха. Вот мимо проходим, тоже новое здание построили. Там внутри такая красивая у них мозаика на полу. Я заходил, все обалдеешь. Так, и вот это здание рядом, вот напротив построено. Небоскребик такой якутский. Я не считал здесь сколько домов. И здесь вот у них рядом, вот под низом, вот это прямоугольное здание, это теплый гараж. Теплый гараж, там продаются места. Места продаются. По-моему, за 1,5 миллиона. 1,5 миллиона одно место. Так, вот здесь вот памятник. Тоже такая типа часовенки погибшим. К сожалению, очки снял, не вижу, что там написано. Так. Тоже одна хрущевочка, вот такая вот старенькая, 60-х годов. Дзержинского 16. О, какую махину сделали. А с другой стороны, вот если телефон у меня будет снимать, я покажу вам, как там выглядит красиво. Сделали. Ну, опять же, здесь вот какие-то банки на первом этаже. Вот у них и такие балкончики еще аккуратные, смотрите, да? Вот такие вот аккуратненькие балкончики. Не застекленные, ничего. Ну и здесь вот это вот здание. Выходим, вот такое здоровое здание. И далее, да, стекло и бетон. И первый этаж здесь салон цветов, 1С бухгалтерия, офис, магазин оптики, номер 1. Ух. Там, по-моему, кофейня будет. Еще дальше салон красоты. Вот таким вот образом. Опять меня всего снегом занесло. А, вот она, кофейня, вот это. Как она называется? Сейчас очки снял, не вижу, к сожалению. Кофе-шоп. Кофе-шоп. Кофе-шоп компани. Да, пожалуйста. Кто любитель кофейка. У них даже вот тут есть, типа, летом можно здесь посидеть. Вот такие типа столиков. From the farm cup. Вот здесь вот здание. Это дом быта. Дом быта. Ну, сейчас тут опять торговый центр какой-то гигантский магазин. Когда-то здесь дом быта был. Шили там. И вот это я разворачиваю здание, его показываю, как выглядит. Смотрите. Как? Нормально, да? Вот такая типа стрела.
А внизу написано Алмаз Регионбанк. Офис у них здесь. Ну, там также жилые квартиры. Вот это мы вышли на улицу с этой Пояркова стороны. Вот это Пояркова улица, да? Перекресток Пояркова, Дзержинского. Получается, там он торговый центр Рио, Пальмы, Рио-де-Жанейро. А эта улица уже... Ой, как она называется? Господи, у меня башки-то выскочила. Короче, которая до памятника Площади Победы идет. Ну, вспоминайте сами, пишите там. Короче, вот такая вот улица. Так сейчас выглядит шикарно. Вот здесь вот магазин Ремикс прямо под боком. А это вот большое здание вдалеке. Дворец культуры. Сейчас он немножко по-другому называется. Дом дружбы. Сейчас он называется вот так вот. Ага. Так. Люди тут бегают. Так, 56 секунд. Наверное, сейчас я уже прекращу стримчик. Потому что чувствую, что либо я вырублю его, либо он сам вырубится. Пока можете понаблюдать за ситуацией в Якутске. Вечер. Дышится хорошо, воздух чистый, тепло, минус 3, минус 5 градусов, снежок. Шикарно, шикарно. Гололед с одной стороны, поэтому надо через дороги и по улицам очень осторожно ходить. Так, нам сколько там, 12 секунд осталось ждать. Сейчас мы пойдем. Сейчас пойдем. О, все, люди пошли, я тоже иду. Соответственно, опс, тут такие бугры, но бугры такие хорошие, кстати, здесь, прямо на дороге. Так что надо смотреть под ноги, а не звезды считать. Ворон. Ремикс с уважением традиции. Что за традиции? Алкомаркет до 8 работает, кстати. Так. Вот он, Дом дружбы народов имени Кулаковского. Вот это здание. Вот попрошайки стоят там. Помоги. Соображают они. Понимаешь. А вот это вот дом быта. Вот у них скверик такой хороший есть. Интересный. И здесь вот остановочка. Остановочка. Давайте я сюда зайду сейчас. В этот скверик. Мы с вами здесь посмотрим, что интересного есть в этом скверике. Ну, в этом доме быта, тут уже от дома быта-то ничего не осталось, одни магазины, как бы. Но зато у них тут вот такой интересный скверик есть. Смотрите, снег падает у нас. Видно, нет? Красота. Красота. Здесь можно погулять, походить, пока есть возможность. Так, ну что, сегодня у нас вторник, завтра среда, середина недели, поэтому будем сейчас на этой такой вот красивой ноте с вами. Вот какие-то деревца растут, у них посажены. Вот сейчас, ой, этот красивый план я сейчас возьму. Сейчас мы с вами здесь и закончим. Так, давайте я почитаю комментарии. Кто что-то написал. Ага, никто пока ничего не написал. 7 смотрит, 20 лайков. Большое спасибо за лайки. Ага. Вот видите, да, у нас какая красотень. Будем прощаться с вами. Так, давайте я как-то так вот. Мне надо крестик тут нажать будет. Камеру прикрываю, чтобы стрим завершить. Вот такая красота в Якутске. Снег идет сегодня, вечер. Шикардозно. Так, ладненько. Все, давайте. Блин, не получается. Оп. Раз. Окей. Завершить трансляцию. Всем пока.